Оказалось, что у европеоидов, то есть кавказоидов на самом деле, средняя масса мозга 1375 грамм. Ну, примерно. У монголоидов 1332 грамма, у негроидов 1244 и у австралоидов 1185. Вот как хотите, так и воспринимайте. То есть, да, действительно, разница есть. Внутри, конечно, черного континента большие разницы. Конечно, пигмеи там всем в другом положении. То есть, да, эти разницы есть. Ни на Западе, ни у нас существует полное, я бы сказал, абсолютное непонимание того, что представляет собой индивидуальная изменчивость мозга. Особенно этническая, особенно расовая. Почему? Потому что это накопленные истории человечества, причем очень драматической и кровавой, особенности конструкции мозга, которые закреплены в этносах. А как в этносах? Да даже близкие, этнически близкие народы очень похожи. Ну, например, белорусы имеют 1429 грамм, поляки 1420, то, что называется Украиной, 1414, а россияне, великороссы, 1399. То есть, чем выше полиморфизм, тем, как вы понимаете, ниже масса, потому что в высоком полиморфизме существуют люди с мозгом с маленьким и с мозгом большим. Этот полиморфизм приводит к тому, что средняя масса понижается. Надо сказать, что у меня книжка по стереоскопический атлас мозга человека, в котором я привожу этнические цифры, которые не приводились при советской власти вообще никогда. Вышел в 95-96 году. И тогда, значит, на меня долгое время показывали пальцем и говорили, что ты делаешь. Это, напомню, это момент, когда вели нашу чеченскую войну, да не одну, две. А у меня там был такой рядочек: Кавказ и малые народы, в котором буряты занимают верхнюю строчку 1481 грамм, осетины 1465, а чеченцы 1458, то есть больше, чем всех европейских народов. То есть у европейских народов самый большой мозг у немцев 1425 грамм. Ну, при этом есть разница. Там гессенские немцы чуть меньше 1400 грамм, а богемские, значит, соответственно, чехи, например, 1452. То есть у чеченцев оказалось мозг-то больше. И мне показывали пальцами, как ты можешь. И никто не оценил до начала этого года. Ко мне подошел чеченский парень, который, видимо, учится здесь, и сказал: вы знаете, говорит, вот я видел ваш атлас на пружинке 95-го года. Меня поразило, что вы тогда написали вот о том, что у чеченцев мозг большой. Я говорю, почему он должен быть маленький? Вы представьте себе историю этого народа. Они жили как на вулкане. Да, там не все было чисто, это все понятно. Но не все не ангелы на этой планете, кто дожил до сегодняшнего момента. Какой народ дотянул. Но сколько нужно было сил и сообразительности, чтобы выжить в тех условиях, в которых этот народ формировался. Естественно, там безмозглых было довольно мало. Их было быстро, так сказать, аннигилировали. Поэтому ничего страшного. Он писал это в 95-96 год, когда были эти все конфликты, и, конечно, заслужил всеобщего осуждения. Правда, эти же люди сейчас уже говорят прямо противоположное. И все забывчивые, никто не помнит. Тогда это был такой поступок довольно рискованный, но что есть, то есть. В науке нету такого, чтобы подстраиваться под политические сиюминутные события. И действительно, у них крупный мозг, и, как показывает опыт последующий, я оказался намного правее тогдашних странных патриотов. То есть, так вот, дело в том, что